В прямом эфире на ТНВ новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Добрый вечер. Вот о чем расскажем в этом выпуске. Ни зарплаты, ни вакансий. В таких случаях не просто пожурить руководителя предприятия или побеседовать, а направлять компетентные надзорные органы. Кого работа до жалоб довела? В репортаже Александры Севастьяновой. Погибших на дорогах стало меньше, а вот количество аварий выросло. 450 погибших – это очень большая цифра. Об итогах работы автоинспекторов за прошлый год. Репортаж Альбины Асылгараевой. Осторожно, поезд! Вы меня не призывайте, пожалуйста. Я сознательный человек, я взрослый человек. Больше выхода нет здесь. В рейде по безопасности на железнодорожных платформах побывал Эмиль Исламов. Переломный момент. Перелом бедра может привести к инвалидности. Естественно, я боялась за ребенка. Как ребенок стал жертвой посещения детского сада, узнал Дмитрий Аринин. Почти 1000 татарстанцев не выплатили зарплату. Работодатели задолжали 12 с лишним миллионов рублей. Острый вопрос сегодня вынесли на заседании уполномоченного по правам человека. Грешат наниматели и излишней избирательностью, отказываясь брать на работу бывших заключенных и людей предпенсионного возраста. Что будет с недобросовестными работодателями, узнала Александра Севастьянова. Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент. Крылатая фраза для некоторых татарстанцев стала аксиомой. Одним зарплату не платят, других на работу не берут. К примеру, людей предпенсионного возраста приходится судиться. Видится более эффективно, если слишком избирательные работодатели почувствуют меры реагирования госорганов и подумают в следующий раз, отказывать ли в работе человеку, если законных на то причин нет. Трудовое бремя тянут и бывшие заключенные. Трудоустройство для многих почти голубая мечта. Работодатели от таких сотрудников отказываются. Мы уверены, что даже отсидевшие за решеткой не один срок по тяжелым статьям могут быть полезны для экономики нашей страны. Примеры таких историй у нас есть. Есть и другие примеры, нерадостные. Так, в Альметьевске 8 месяцев житель ждал УЗИ. Помог только народный контроль. Ждать и надеяться остается и тем, кому в медпомощи отказывают из-за неисправного оборудования. Восстановить нарушенные права призвал премьер-министр. Предложил закупать детали заранее. Условно говоря, 32 тысячи рублей. Просто их нужно потратить в феврале, чтобы, если сломается в марте, можно было сразу в течение суток заменить эту лампу. А не в декабре, из-за того, что с марта по декабрь прибор будет стоять, который не приносит пользы. Припомнили и жалобы на качество соципотечных домов. Сырья Сабурская предложила не привлекать госзаказом подрядчиков, которые не выполняют гарантийное обслуживание. Претензии справедливые, отметил Халиков. Ведь теперь по указу президента Татарстана проверять все сданные объекты должны в течение 30 дней. Устранять они должны не по обращению жильцов, а по итогу проверки наших с вами комиссий. Еще одно нарушение жилищных прав обозначили на примере казанского поселка Салмачи. Снести дома в пределах охранных зон магистральных трубопроводов. Хотя жилье было построено с разрешением местной власти. В будущем такого не допустить, заявили сегодня. Александр Севастьянов, Марат Сидгараев, ТНВ, Казань. Уже завтра за водительским удостоверением не нужно будет ехать в ГИБДД. Их можно будет получить в многофункциональных центрах. Речь о просроченных или утерянных правах. Новости сегодня сообщили на коллегии ГИБДД Республики. Какие новшества еще автоинспекторы готовят и что не в силах пока изменить, узнала Альбина Асылгараева. Это кадры последних смертельных ДТП в республике. В Лаишевском районе ВАЗ-12 модели вылетел на встречку и столкнулся с грузовиком. Погибла семья с 3 детьми. Еще одна авария с летальным исходом в Бугульминском районе. Всего же в прошлом году произошло более 5000 ДТП. Погибли 450 человек. Это не сухая статистика. За каждой цифрой судьба человека. 450 погибших – это очень большая цифра. Тревогу также вызывает увеличение количества происшествий и раненых в них людей. Наибольший прирост приходится в такие виды ДТП, как столкновение и наезд на пешеходов. В прошлом году почти 48 тысяч человек были лишены водительских прав, большинство за вождение в нетрезвом состоянии. По-прежнему главной причиной ДТП остается превышение скорости. Как раз ее контролируют камеры видеофиксации, которых в республике сегодня 1090. В 2016 году с использованием данных систем задержано порядка 2900 транспортных средств, находящихся в розыске. В текущем году запланирована частичная модернизация приборов фото-видеофиксации, устаревшие будут заменены на более эффективные.
И их станет меньше, ведь прежние приборы фиксировали только одну полосу, новые контролируют всю ширину. К тому, что на дорогах камеры, татарстанские водители уже привыкли, но у каждого свое отношение. Дисциплинирует то, что скорость сбавляешь, и уже начинаешь и поворотники включать, и все. Люди больше смотрят на дорогу, больше смотрят на камеру и выискивают камеры, нежели следят за ситуацией на дороге. И как бы это обязывает, наверное, как-то присматриваться и соблюдать правила дорожного движения. Безопасность на дорогах зависит и от дорожной инфраструктуры. Так, удачным считают эксперимент со светоотражающим пешеходным переходом по улице Рихарда Зорге. Раньше здесь нередко сбивали пешеходов, в этом году ни одного ЧП. На федеральных трассах в Татарстане в ближайшие 2 года появится 6 новых надземных пешеходных переходов. Есть и хорошие новости. Так, при оплате госпошлины на получение водительского удостоверения через портал электронных услуг можно будет получить скидку 30%. Значит, вместо 2000 рублей придется отдать всего 1400. Еще одна хорошая новость для автовладельцев. Теперь, чтобы заменить просроченные права или восстановить утерянные документы, не нужно обращаться в отделение ГИБДД. Их будут выдавать в многофункциональных центрах. Услуга заработает уже завтра. Альбина Слугараева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Но иногда и наличие надземных и подземных переходов не панацея. Сегодня по опасным железнодорожным путям пошли полицейские. Пока не штрафовать, а только предупреждать тех, кто в обход безопасности решил сократить свой путь. Там, где время может стать дороже жизни, побывал Эмиль Исламов. В обход по техническому мосту в районе станции Аметьево ежедневно проходят десятки людей. И этот опасный переход – самый короткий путь к остановке. Вот, например, оттуда 5 минут и 10 минут до метро. А так-то обойти больше даже полчаса. Ближайший безопасный обход этого железнодорожного переезда – подземный переход, который находится в нескольких десятках метров отсюда. Но пока он особой популярностью не пользуется. Люди пренебрегают своей безопасностью для того, чтобы сэкономить время. Поезд может внезапно выскочить из-за поворота, и отойти в сторону на узкой переправе уже не получится. За 2016 год в подобных местах 16 человек получили серьезные травмы. А именно на этом месте последний случай произошел 24 января. Проходящий поезд зацепил пешехода за одежду. Девушка чудом осталась жива. Я прекрасно понимаю, что это очень опасно, травма опасна. Очень много ходят с детьми здесь, с маленькими. Не дай бог, что-то произойдет. До первого случая, я думаю. Но никакой дороги к метро больше нет. Переходить проспект Универсиады в другом месте действительно неудобно. Склон, на котором расположена станция, больше похож на неприступную крепость. И восхождение к ней по обледенелым тропинкам – удовольствие малоприятное. В рамках инвестиционного проекта 2017 года предусмотрено строительство 2 пешеходных переходов, оборудованных световой звуковой сигнализацией. Сегодня нарушителей не штрафовали, просто предупреждали и раздавали листовки. Кстати, штраф за такое нарушение всего 100 рублей. Но дело, конечно, не в штрафах. На таком переходе можно потерять гораздо больше. Пока же местным жителям приходится выбирать между удобством и безопасностью. И выбор часто не в пользу последнего. Эмиль Исламов, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. День идет на прибывку, а вот в деревне Узка Нижнекамского района, наоборот, резко потемнело. Все дело в том, что со столбов здесь сняли все светильники. Причину наступившей темноты жителям не объяснили. Теперь они гадают, то ли менять освещение задумали, то ли вовсе решили без света их оставить. Наша съемочная группа отправилась искать ответ на этот вопрос. Я должна вот этот поворот от своего собственного счетчика спонсировать. Куда у нас деньги деваются? В последнее время этим вопросом задаются все жители деревни. Но Людмилу Бажанову он волнует особо. Ее дом у дороги. В темное время суток без освещения крутой поворот не виден. И женщина опасается, что машины могут въехать в ее жилье. Когда я сказала, что темно, да, это нам вообще предложили. Закупайте кабель, мы приедем, подключайте к своему личному счетчику. Дом другой жительницы Уськи Светланы Хайдуловой находится прямо на краю деревни. Женщина возмущается. Без уличного освещения дойти до дома стало проблемой. Не говоря уже о том, чтобы детей одних выпустить на улицу. Написала заявление, письмо написала главе нашего сельского поселения. Вот, по какой причине был демонтаж и отключение света. Ответ пока, конечно, не получила. А вот нашу съемочную группу ответ не заставил себя ждать. Ситуацию руководство поселения прокомментировало так. Поскольку сельское поселение не может профинансировать электрификацию всей деревни, жителям предложили самим провести свет на улицах и платить за него. А так как люди этого не делали, сотрудники сетевой компании решили проблему просто. Нет денег, нет света. Горэлектросеть снимает
светильники освещения, которые не зарегистрированы, не поставлены на учет и без прибора учета. Такая же участь ждет и другие сельские поселения, где освещение улиц отдали на откуп жителям. Нижнекамские электрические сети начинают ревизии в селах и обещают резать провода, если за свет не платят. Светлана Звонарева, Алмаз Хашаев, Рафаэль Ракипов, ТНВ, Нижнекамский район. Морозы крепчают. Синоптики предупреждают, завтра столбики термометров на востоке республики опустятся до минус 26 градусов. На дорогах ожидается гололедица. Рекомендовано без необходимости не выходить на улицу и воздержаться от дальних поездок. Морозы не спасают от вируса. 10 классов в 5 школах Татарстана закрыты на карантин. Почти 100 детей болеют гриппом. С середины декабря зарегистрировано уже более 240 случаев вируса. Врачи прогнозируют, в феврале будет не легче. Об этом сегодня рассказали на брифинге в Кабмине. Паниковать не стоит, но и пренебрегать мерами профилактики тоже. Эпидпорог в республике пока не превышен, но вирус отступать не собирается. На сегодня это средняя интенсивность эпидемический сезон. И мы ожидаем, что в феврале месяце мы будем наблюдать еще превышение эпидемического порога в крупных городах. Пришел в садик, получил перелом бедра. В Нижнекамске возбудили уголовное дело в отношении руководства частного детского сада. Там 3-летний ребенок получил серьезную травму ноги. Как так получилось и что грозит заведению, узнал Дмитрий Аринин. Сейчас Денияр весело играет с мамой, а еще несколько месяцев назад он неподвижно лежал на больничной койке. На нее он попал после похода в частный детский сад «Кати». Там, что случилось с мальчиком, маме не объяснили. Сказали, что в этот момент рядом с ним никого не было. Оказалось, у ребенка перелом бедра. Страшное место. Перелом бедра может привести к инвалидности. Естественно, я боялась за ребенка. О случившемся в садике особо не распространяются. У вас там ребенок какой-то ножку повредил, вы там закрыты были какое-то время. Этот вопрос как-то разрешился или что там? Я не знаю, кто что пишет, да? Это мы работаем. Вот, знаете, не знаю, что можно писать. Не знаю, зачем это, кому надо. В итоге частным садиком заинтересовалась прокуратура. Оказалось, там целый ряд нарушений. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, не отвечающих требованиям безопасности». Пока постановлением суда работу этого садика приостановили на 3 месяца. Если решение не выполнят, действовать будут приставы. Прокуратура же и Роспотребнадзор собираются проверить все подобные заведения Нижнекамска. Дмитрий Аринин, Вадим Струмицкий, Евгений Лызаев, ТНВ, Нижнекамск. Хиджаб учебе не помеха, так считает половина опрошенных россиян. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, отвечая на вопрос о допустимости хиджаба в школах, жители страны разделились ровно пополам. 47% респондентов не видят в этом ничего страшного. Заметно выше эта доля среди молодежи и мусульман. Другая же половина опрошенных уверена, что хиджабам в школах не место. Мы узнали, что думают по этому поводу казанцы. Но все-таки я бы не допускала, потому что это как бы уже пропаганда идет и как бы смущение других, потому что у нас Россия многонациональная страна, правильно? По-моему, наоборот, такие нравственные, чистые, пропагандируют только вот что-то хорошее. Дело добровольное, то есть если девушка, как говорится, считает нужным, она религиозна, она должна носить это. Ну, я не против, чтобы носили. Это ж отношение других детей, как ребенок себя чувствовать будет в хиджабе. По традиции носит, претензий нету. Нейтрально отношусь, мне все равно. Дети, пусть и разных национальностей, но они должны ходить, быть все одинаковые. Почему кто-то будет в хиджабе, а кто-то нет? Я считаю, что это неправильно. Я бы, если учился в школе, мне было неприятно, что со мной сидит, например, девушка, и она в хиджабе. Это новости Татарстана. Вот о чем далее. Дави на газ! Общественный транспорт должен использовать правила ДК к 2020 году на 50%. Об экономичных и экологичных отличиях природного газа от бензина узнал Рамиль Шайдуллин. Кто во что гораст? Я всегда хотела стать большим боссом, ходить с блокнотом и всем издавать указания. Какие умения покажет татарстанская молодежь на чемпионате WorldSkills? Лина Зинатуллина. Рабочий день президента Татарстана сегодня прошел в Москве. В ходе поездки в столицу Рустам Минниханов встретился с федеральным министром образования и науки. Ольга Васильева и Рустам Минниханов обсудили совместные планы на текущий год, а также более подробно остановились на перспективах дальнейшего развития Казанского федерального университета.
Минтимир Шаймиев сегодня встретился с послом Министерства иностранных дел Элеонорой Митрофановой и статс-секретарем, заместителем министра спорта России Натальей Паршковой. В центре внимания вопросы проведения предстоящей международной конференции министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт. Она пройдет в Казани в июле. Московским гостям сегодня представили и новые проекты: древний город Болгар и остров Град-Свияжск. К 2020 году половина общественного транспорта России будет на газу, а в Татарстане уже есть города, где на голубое топливо перешли полностью. Так поступили в Набережных Челнах. Рамиль Шайдуллин выяснил, почему в Казани за метан все больше водителей голосуют рублем. 30 лет стажа и полгода езды на природном газе. Рауф Маняков, водитель автобуса. На метан перевели большую часть их рабочего автопарка. Полгода езды, полет нормальный, меньше выбросов и больше экономии. 3-4 раза экономичнее. Раньше мы по бензину сжигали 4000, а на метане мы сжигаем 1,5. 1500 рублей водителю общественного транспорта хватает на целый день, а после вновь к газовой колонке. В прошлом году в Татарстане заправок такого вида открылось 9, инвестиции в 1,5 миллиарда. Теперь по республике их порядка 20. Мы на одной из столичных газокомпрессорных станций. Вот цена за кубометр природного газа. Она сильно отличается от цены за литр бензина, чего не скажешь об их расходе. На сегодняшний день 1500 метров кубических газа – это примерно как 1500 литров бензина. Из-за экономии на метан переходят города. Одними из первых Нижнекамск. На газу здесь уже половина автобусов. Челны, Зеленодольск и Бугульма. За газ не только автобусы, но и водители легковушек. Привлекает простота. Необходимо ПТС, свидетельство о регистрации и паспорт гражданский. На нашем же сервисе производится монтаж оборудования. Человек проходит техосмотр, который в ближайшее время будет непосредственно на нашей базе. И потом сдает документы в ГИБДД. До 2020 года голубым топливом может начать питаться половина автобусов в Казани. В перспективе на газу все муниципальные перевозки из столицы и обратно. Рамиль Шайдуллин, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Осадков нет, а снега горы. Казанцы негодуют. Во дворах выросли снежные холмы, завалены тротуары, детские площадки и деревья, что высадили только весной. Коммунальщики разводят руками. Вывоз снега не предусмотрен бюджетом. Снежные горы сегодня пришлось покорять и Салавату Мухаммадуллину. Эй, гражданин, ты туда не ходи, ты сюда ходи. Корректировать свой маршрут из-за сугробов уже привычное дело для столичных жителей. Осадков давно нет, а вот снега навалом. Как грибы после дождя в казанских дворах выросли вот такие снежные горы ростом с человека. Где-то завалены детские площадки, где-то парковки, а где-то зеленые насаждения. Из-за их количества некогда популярная игра «Царь горы», где участники боролись за место на вершине айсберга, ушла в прошлое. Болото будет, и все, и плавать будем. Потом долго тает, и неудобно машины ставить и ходить, и некрасиво. Эстетики уже давно не наблюдают и столичные жители 17-го дома по улице Горсоветская. Здесь снег с реагентами граничит с детской площадкой. Неравнодушные уже высказались через систему «Народный контроль». Наваливают прямо на вновь посаженные деревья. Образовались горы снега, скатываются прямо на припаркованные машины. На это у коммунальщиков свой, ставший уже традиционным, ответ. Вывозить никак невозможно. Кто будет оплачивать ее? Но есть возможность вывести, если общим собранием жители согласятся платить деньги, есть графа «Проще расходы», счет в фактуре, то можно вывести. Но должны проголосовать большинство голосов жителей. А таковых, как правило, немного. В большинстве дворов снег так и будет копиться. Когда же он начнет таять, то воды могут оказаться в подвалах домов. Салават Мухаммадуллин, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань. Они пришли с жалобами к депутату лично. В общественной приемной с казанцами общался Марат Бариев. Так Николай Сарвин сетует, сократили 93-й казанский маршрут. 12 лет автобус ездил до деревни Берновой и Ковыля, а теперь местные вынуждены идти пешком 2 километра. Людей также волнует ситуация с бездомными собаками, общественным транспортом и проблемы с оформлением земельных участков. Целый коллектив пришел с вопросами по поводу вкладов в Татфондбанке. От кур и коз до бизнеса молодые профессионалы республики заканчивают последнее приготовление к чемпионату WorldSkills. Региональный этап в Казани начнется уже завтра. Почему быть рабочим становится модно, узнала Лина Зинатуллина.
Козы, телята, кролики. Кого только не доводилось осматривать Евгению Думилину. В родном Буинске он уже 3 года учится на ветеринара. Выбрал профессию, потому что это мечта детства. Нравится животными. Всегда хотел заниматься, лечить, помогать. Эти козочки заинской породы уже 4 месяца живут в ветакадемии и привыкли к студентам. Участникам WorldSkills на конкурсе предстоит провести клинический осмотр животного от кончика носа до кончика хвоста. А жюри профессионализм ребят оценит по 10-бальной шкале. На региональный этап отправляются 8 будущих ветеринаров. И свое мастерство они покажут не только в работе с животными, проверят качество мяса и куриных яиц. А для кого-то WorldSkills уже начался. Конкурс в компетенции предпринимательства сегодня торжественно открыл министр экономики республики. Стать лучшими среди молодых бизнесменов попытаются 20 казанских студентов. Среди них и Карина Халеева. Когда все мечтали стать врачами, космонавтами, и я всегда хотела стать большим боссом, ходить с блокнотом и всем издавать указания. Так что предпринимательство – это моя давняя мечта детства. Они показывают мастерство именно в том, как из простой идеи довести до конкретного товара. Кондитеры, флористы, плотники и монтажники. Уже завтра на региональном этапе WorldSkills ждут участников по 80 разным компетенциям. И каждый сделает все, чтобы представить республику на мировом первенстве профессионалов. Лена Зинатульна, Андрей Сантальцев, ТНВ, Казань. Завтра в Казани начинается юбилейный 35-й фестиваль имени Шаляпина. Откроется он премьерой «Пиковой дамой» в постановке народного артиста России Юрия Александрова. В числе первых зрителей на генеральной репетиции оказалась и Елена Новгородцева. Режиссер-постановщик Юрий Александров появляется в зале буквально за несколько секунд до начала. Внешне само спокойствие, однако все, кто знает маэстро, видят, он волнуется. Аида, «Сивильский цирюльник», любовный напиток и даже музыкальный проект «Ветер перемен». А теперь и «Пиковая дама». Работаем без выходных, без пауз, потому что остановиться на таком материале нельзя. Он должен быть все время горячим, он должен жечь наше сердце, наш мозг. Вечная история актуальна как никогда в наши дни. Режиссер без бутафории и нарочитых декораций передает ощущение постоянного присутствия Петербурга, еще одного главного героя постановки. Костюмы, видеоарт, свет. Кстати, предыдущая постановка спектакля состоялась 20 лет назад, а в Казани эту оперу можно было услышать исключительно в концертном исполнении. Моя режиссура, она часто субъективна, и она требует какого-то включения зрительского, понимания. Вот. Тем более «Пиковая дама» – это особый спектакль для любого деятеля, который занимается этой темой русского человека, темой русского духа, темой русского психа. Ведущей партии исполнит солисты театров Москвы, Петербурга и Киева. Дирижирует итальянец Марко Боэми. Нынешний Шаляпинский обещает быть запоминающимся. Сейчас в стенах прославленного оперного театра царят волнение и некая нервозность. Все готовятся к 1 февраля. Это, конечно же, к премьере «Пиковой дамы» и к старту юбилейного Шаляпинского фестиваля. И, как говорят старожилы, самое главное – все успеть. Елена Новгородцева, Андрей Залюшев, ТНВ, Казань. Ну а в Елабугу прилетели снегири. В старину говорили, коли прилетел снегирь, то скоро и зима придет. Тем более необычно, что птицы прилетели в самые морозы. Орнитологи отмечают, что в этом году численность снегирей выросла, а в город они прилетели в поисках пищи. Любимые лакомства красногрудых птиц – это рябина и калина. Считается, что снегири – вестники счастья. О спорте и погоде в продолжении выпуска. Ну а я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам доброго. Газета «Город». Газета городских новостей №1 в Казани. Мы пишем обо всем, что влияет на жизнь каждого и города в целом. Специальные репортажи, интересные люди и события. Газета «Город». Каждые выходные в вашем почтовом ящике. «Канавто» — новый официальный дилер автомобилей УАЗ. Только в январе всем клиентам специальное предложение. Выгода на УАЗ Патриот в «Канавто» до 90 тысяч рублей. Огромный выбор автомобилей в наличии, выгодный трейд-ин. И все это в «Канавто». 230 30 30. Я когда пришла на завод, мне все таким неизвестным казалось, даже немного боялась. А потом научилась. Коллектив профессиональный, есть у кого опыт перенять. Главное не стоять на месте и не бояться нового. Казань Оргсинтез. Непрерывное развитие.
Щедрое предложение от сервисного центра «Паркавто». Для всех владельцев «Лада» 2017 рублей в подарок. Сервис официального дилера становится доступным с «Паркавто». Мусина, 37. 235 35 35. Assalomu alaykum, hurmatli va izzatli millatdoshlar. Sizni barcha xizmatda Bulg'ar radiosi milliy muzikal premiyasini topshiruv tantanasini kutib qolamiz. 25 fevralda Piramida ko'ngilochlik usagida. Siz o'zingizning yaratgan jizirlar, yaratgan artistlarni ko'rib baxtına erishirsiz. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. Первое татарстанское золото на универсиаде. В городе Алматы лыжница Анна Нечаевская победила в гонке преследования на 5 километров свободным стилем. Студентка Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма выиграла свою вторую награду на студенческих играх. К завоеванному 30 января серебру в индивидуальной гонке на 5 километров классическим стилем Нечаевская добавила золото в гонке преследования свободным стилем на той же дистанции. Еще одна представительница России, Лилия Васильева, стала второй в этой гонке. Отметим, что золотая медаль Анны Нечаевской стала для сборной России 5-й на универсиаде. Российская команда возглавляет неофициальный медальный зачет. Тем временем татарстанская спортсменка выиграла Кубок России по бадминтону. Евгения Косецкая праздновала победу в женском одиночном разряде. В финале турнира, который прошел в Московской области, Косецкая переиграла Наталью Перминову из Самары. Всего в турнире приняли участие 120 спортсменов из 18 регионов страны. По результатам состязания будет сформирована сборная, которой вскоре предстоит выступить на чемпионате Европы среди смешанных команд. Он пройдет с 15 по 19 февраля в Польше. Помимо золота в женском одиночном разряде спортсмены из Татарстана завоевали 2 бронзовые награды. Анатолий Ярцев стал 3-м в мужском одиночном, а Анастасия Назарчук в смешанном парном разряде. К другим темам. В Алькеевском районе прошли соревнования по мини-футболу. Турнир посвящен памяти Асхата Шайхутдинова. Заслуженный работник в сфере газификации был примером не только на своей работе, но и в спорте. Уже второй год подряд работники различных профессий собираются на одной площадке и ведут борьбу за главный кубок. По итогам турнира на верхней ступени пьедестала почета оказалась команда из базарных мотак. Второе место у местного коллектива «Спартак». Тройку призеров замкнули представители Алексеевского района. Дальше у работников ожидаются соревнования по хоккею с шайбой. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Второй зимний месяц позади, на очереди февраль. И с первого же дня он принесет с собой более теплый атмосферный фронт, благодаря которому начнется постепенное повышение температур. На юго-востоке ночью пасмурно, без осадков, минус 23. Днем снег, местами сильный, воздух прогреется до 14 градусов ниже нуля. Снегопады синоптики обещают и на северо-востоке республики. В Нижнекамске ночные температуры минус 21, в Набережных Челнах и Елабуге до 13 мороза. Дневные температуры минус 12. На севере Татарстана, в Менделеевске, Актаныше, Агрызе также ожидаются снегопады, местами сильные. Ночью местами до минус 24 градусов, днем около 12 мороза. В Арске, в Кукмаре, Балтаси ожидаются снегопады, ночью минус 16, днем до 11 градусов ниже нуля. Облачная и снежная погода на юго-западе республики. Ночные температуры до 16 градусов мороза, днем минус 10. В центральных районах республики снег ожидается в ночные часы и днем. Ночные температуры местами до минус 23, днем около 13 градусов со знаком минус. К четвергу в республике установится довольно теплая погода. Не обойдется без снегопадов. Завтра в Казани пасмурно и снежно. Температура воздуха ночью минус 14-16, днем 10-12 мороза. Ветер западный, умеренный, к вечеру порывистый. Атмосферное давление понизилось и завтра составит 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 85%. Ожидается сильная магнитная буря. Берегите себя. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.